уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я повезла девочек на лыжную базу. А Владика к репетитору по математике. Он заканчивает 9 класс. Немножко хромаем. Вот поэтому решили нанимать репетитора. Погода у нас сегодня хорошая. С утра снега пока нет. В этом году снега, конечно, мало. Это наша улица. Все белое, все красивое. А вы замечаете, мои хорошие, что у меня на экране яркости лучше? Я снимаю ролик на новый телефон. На днях мы получили новый телефон, купили. Телефон приехал прямо из Дубая напрямую. Кирилл заказал. Но сказал, что можно снимать ролики. Все ярко, все красиво. А мой старый телефон все лагал, залагал. Не знаю, как говорится. Начинаешь что-то снимать, стоп, останавливается и все. Перезагружать, потом еще что-то делать. И ролик снимать невозможно. Сначала меня мучил наш компьютер. Компьютер Владик кое-как сделал. А теперь поменяли телефон. Но все равно я не обещаю, что постоянно буду ролики снимать, потому что мне некогда. Ну и постоянно в больнице. Лежала в больнице и в августе, и в декабре у себя. И с 6 января уже лежала в городе Стерлитамаке на Машзаводском кардиологии. Пугать, конечно, никого не хочу, а то мои подписчики все переживаете. Не переживайте, мои хорошие. Все со мной хорошо, но аритмия мучает меня. И приходится ложиться мне в больницу. Что ж поделаешь, заработала себе кучу болезней. И вот теперь мучаюсь. Но ничего, ходить могу. Дома кое-какие дела делать могу. Самое главное, могу детей разбудить утром, накормить, отправить в школу, приготовить еду, обед, встречать их, постирать, ухаживать за ними. И за мной они ухаживают, помогают. Девочки по дому помогают, а мальчики на улице. На улице сейчас дел тоже, конечно, много. Снег кидаем, чистим, мусор вытаскивают, в магазин сходят. Вот так. Были каникулы, дети отучились первую полугодию. Все хорошо. Меня дети обрадовали своими успехами. Вот сейчас едем мы на лыжную базу. Это у нас улица Комсомольская. Вот направо комхоз. Раньше называли, забыл как, слева вот газовый участок. Раньше называли РСУ, ремонтно-строительный участок, а сейчас комхоз. Здесь в комхозе работал мой муж, там же водоканал, и там же работал мой сын в водоканале слесарем. Дорогу расчищают,
некоторые грейдера уже выезжают. Это очень хорошо. Все условия есть, слава Богу. Прошедшими праздниками вас всех. Желаю вам всего самого-самого доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и всего-всего самого доброго. Что вы себе пожелаете? Вот это тоже все я вам желаю. Улица Салавата уже начинается. Теперь недалеко отсюда лыжная база. Сейчас Владислава Валерьевича оставим репетитору. Вот здесь вот справа коричневый дом. Он занимается в неделю раз и 2 часа. Но он доволен. Если мой внук доволен, то и я довольна. Удачи, Улам! Потом он сам придет. Пусть немножко прогуляется. Свежий воздух пусть дышит. Вон там наша родная лыжная база. Ребятишки уже пришли, катаются, ну, когда приходят. Но в основном к 4 после школы. Юля пока на работе, приезжает в начале февраля. Девочки у меня. Приедет Юля на 45 дней в Беларусь. Вот столько машин. А я вот сюда поставлю. Тренера уже здесь. Дети занимаются, и взрослые катаются. Сегодня погода замечательная, ветра нет. Минус 13 градусов. Сейчас едем домой. Заехали в магазин «Магнит». Затарились. И едем домой. Наша центральная улица. Здесь почта. У нас вот здесь магазин был, пока временно на пару месяцев закрыли. Магазин «Ласточка». Очень удобно было, дети сюда прибегали. Зачем-нибудь быстренько ходить. У кого есть машина, конечно, ничего страшного, а есть же пожилые люди, например, старше меня. Им далеко ходить, затариться. Это наша улица уже. Малыш нас не встречает. 25 декабря нашего малыша какая-то машина задавила. Малыш вышел на улицу,
валяться. Кто-то его сшиб, его в ветбольницу быстренько повезли. Говорили, ничего не сломано, все в порядке. Есть рана, конечно, рану обрабатывали. Через где-то 3 часа нашего малыша не стало. Конечно, у нас такая трагедия была. Дети истерики. Да и сама я очень переживала. Конечно, было тяжело. Вот, наверное, я потом и заболела. Попала в больницу аритмией. Мы привыкли к нему. Такой ласковый был, послушный. Малышу было всего 3,5 года. Конечно, мы все плакали. Очень жалко было нашего малыша. Мы к нему так привыкли. Так он себя вел всегда хорошо, послушный был. И детям тоже тяжело было. Они очень переживали, плакали. Даже в эту ночь, когда малыша не стало, мы не спали. Пусть наш малыш попадет в рай. Значит, суждено было ему жить столько только недалеко от нашего дома. Метров 10. Его задавили, сшибли. Уже вечер, темнеет немножко. Помните, вот здесь у нас столько снега было. А в этом году маловато. Но еще наметет, думаю. Еще столько наметет. Успевай только чистить. Но на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.